Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем о крупной аварии на улице Павлова в Казани. Пострадали 4 человека, из них 2 детей. Предполагаемый виновник был сильно пьян. Покажем, как самокат врезался в автомобиль на пешеходном переходе. Здесь не было на пешеходном переходе в тот момент, когда я подъезжала к пешеходному переходу. И задержание молодых людей, которые при виде стражи порядка выбросили сверток с порошкообразным веществом. А также горящая крыша одного из домов на улице Меридианная. Город менял крышу. Это было когда? Вот они буквально на той неделе делали еще. Это и не только. Прямо сейчас. 4 человека, 2 женщины и 2 детей пострадали в результате крупной аварии на улице Павлова в Казани. Стоящий на перекрестке в ожидании возможности повернуть Kia Rio на всей скорости сзади врезалась Лада Веста. Всем, кто находился в иномарке, потребовалась госпитализация. 37-летний мужчина, находившийся за рулем Лады, не пострадал. До этого момента официально он считался примерным водителем. За последние 2 года за ним не замечено ни единого нарушения правил дорожного движения. Но теперь водителем он, вероятно, быть перестанет. Автоинспекторы установили, он находился в сильнейшем алкогольном опьянении. Разворот стояла по правилам. Здесь можно развернуться. Водитель в нетрезвом состоянии въехал меня, получается, на большой скорости. Девушка-водитель Kia только забрала дочерей. Одной 7 лет, другой 10. С занятий ехали домой. Маршрут привычный. Разворачивалась по всем правилам, пропускала встречный поток, когда ее автомобиль после сильнейшего удара отлетел в сторону. Медицинская помощь потребовалась всем, кто находился в Kia. Но детей 2 дочки скорой ушибы. У меня гематома, вот свекровь еще тоже встать не может. Очевидцы, которые помогали им выбраться из разбитой машины, рассказывали еще об одной пострадавшей, пассажирке Лады. Нет, девушка, говорят, была, но ее кто-то увез, у нее открытый перелом вроде руки. Пострадавших госпитализировали. Детей в ДРКБ, 2 женщин, водителя и пассажирку Kia в 7-ю городскую больницу. Всех позже, после оказания помощи, отпустили на амбулаторное лечение. Водитель «Лады» не пострадал. Говорит, пассажиров у него не было, он ехал один. Девушка там бежала какая-то. То есть ее с вами не было? Мужчина рассказал, что скорость, может, и превысил, но немного. По улице Павлова можно двигаться не быстрее 40 км в час. Он же, как рассказал, ехал около 60. Повреждение автомобилей связывает с их качеством, а не со скоростью. И вообще, он примерный водитель. Даже штрафов не было. Но несмотря на то, что сначала сам признался водителю Kia, что он пил перед тем, как сесть за руль, потом от своих слов начал отказываться. Пусть говорит. То есть не пил? Разбитые автомобили остановились на трамвайных путях, перегородив дорогу общественному транспорту. В тот момент, по рассказам водителей, на линии было 6 вагонов, 5 из которых вскоре оказались в одном месте. И только один смог задним ходом уехать в депо. На место происшествия вскоре приехал отец водителя «Лады». Разговаривать с сыном он не хотел. Автомобиль принадлежит ему, но ездят на нем оба. Говорит, сын всегда водил аккуратно. Он один живет или с вами? Со мной. А как уезжал, не видели? Нет. У меня дома не был сегодня, я откуда знаю. Автоинспекторы предложили мужчине на месте пройти экспресс-тест на наличие алкоголя в организме. Мужчина согласился. Еще. Алкотестер показал больше 1,5 миллиграммов чистого спирта в литре выдыхаемого водителем «Лады» воздуха. И теперь ему предстоит превратиться из водителя в пешехода, заплатить штраф в 30 000 рублей за езду в нетрезвом виде, ответить за причинение вреда здоровью пострадавшим, наказание определит суд и, вероятно, в конечном итоге возместить причиненный материальный ущерб. Алия Хайрудинова, Дарья Кореева, «Вызов 112». Курьер службы доставки на электрическом самокате врезался в бок «Фольксвагену» на перекрестке улиц Кулахметова и Сабан. Девушка-водитель иномарки на зеленый свет поворачивала направо. Зеленый горел и молодому человеку, желающему пересечь проезжую часть. Но спешиваться с самоката он не стал и выехал на зебру в тот момент, когда автоледи уже пересекала пешеходный переход. Здесь не было на пешеходном переходе в тот момент, когда я
подъезжала к пешеходному переходу. То есть он верхом на самокате был? Он на самокате не успел увернуться, притормозить и въехал в меня. Понятно. Прям съехал с горки. Удар пришелся в переднюю правую дверь «Фольксвагена». Молодой человек упал и жаловался на боль в плече. Прибывшие на место медики решили доставить его в больницу, откуда позже он был отпущен на амбулаторное лечение. Водитель «Лады» 14-й модели ночью протаранил Volkswagen Polo на проспекте Победы в Казани. Удар был довольно сильным, но люди в аварии не пострадали. Вскоре стало ясно, водитель отечественного автомобиля вообще не имел права садиться за руль. В минувшем году он был лишен водительских прав за езду в нетрезвом виде. А прибывшие на место автоинспекторы заметили у него признаки опьянения, но не алкогольного, а наркотического. Резина такая, значит. Длину тормозного пути, как следствие столкновений с Volkswagen, водитель «Лады» со скоростью автомобиля никак не связывает. Говорит, ехал километр 80 в час, что для ночной дороги считает не быстро. Признает, управлять машиной не имел права. Водительского удостоверения его лишили год назад за езду в состоянии алкогольного опьянения. Сесть за руль разрешил себе сам. Срок закончился. Да, я право просто не получил еще. Тяжело же экзамен сдать. Товарищ пытался, говорит, с 5-го раза только сдал. Я решил чуть попозже попытаться. Кроме этого, говорит, больше ничего не нарушал. За руль хоть и без прав, но сел совершенно трезвый. И какие признаки опьянения заметили сотрудники ГИБДД, не понимает. Потому что лишенный был, наверное, поэтому. Ничего не употребляли. Автоинспекторы предложили ему пройти экспресс-тест на наличие алкоголя в крови. Мужчина согласился, скрывать было нечего. Алкотест согласны продувать? Да. Согласен. Алкотестер показал, спиртного перед тем, как сесть за руль, мужчина не пил. Согласился он пройти и медицинское освидетельствование в больнице. В медучреждение проехать согласны? Согласен, говорит. Но уже в самой больнице от сдачи анализов мужчина отказался. Его доставили в отдел полиции. За отказ от освидетельствования в случае управления автомобилем без водительского удостоверения законом предусмотрен административный арест на срок до 15 суток. А за повторную езду в состоянии опьянения в отношении мужчины, вероятно, будет возбуждено уголовное дело. Статья предусматривает штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 2 лет. Радик Фархулин, Дарья Кореева, вызов 112. Двух молодых людей, прогуливающихся ночью на берегу Казанки, заметили полицейские недалеко от улицы Сибгат-Хакима. Стражи порядка решили их проверить. При виде сотрудников правоохранительных органов один из них выбросил полимерный сверток с порошкообразным веществом внутри. При личном досмотре у задержанных при себе ничего запрещенного не было. Им предложили пройти медицинское освидетельствование на наличие в организме запрещенных веществ. Но молодые люди от анализов отказались. Их доставили в отдел полиции, а выброшенный сверток отправили на исследование. И после заключения экспертов, что за вещество находилось в пакетике, будет приниматься процессуальное решение. Сегодня днем загорелась крыша одного из домов на улице Меридианная в Казани. Сообщение в пожарную часть поступило в 11 часу. Огнеборцам звонили жители дома, которые, почувствовав запах гари, выбежали на улицу. К приезду пожарных кровля полыхала открытым пламенем, а из квартиры на 6-м этаже валил густой дым. Тоже вот поздно только и видела. Мы только приехали. Крыша, говорят, горит. В момент возгорания практически никого из жителей верхних этажей не было дома. Остальные, почувствовав запах гари, самостоятельно эвакуировались на улицу и вызвали пожарных. Огнеборцы прибыли к месту за считанные минуты. К тому времени крыша дома была объята открытым пламенем. А из квартиры на 6-м этаже валил густой черный дым. Дверь никто не открыл, пришлось ее вскрывать. К счастью, возгорания там не было. Через эту квартиру выходил дым от огня, бушевавшего на крыше дома. Жители рассказали, что кровлю меняли буквально неделю назад. Город менял крышу. Это было когда? Ну вот они буквально вот на той неделе делали. На 6-м этаже во время тушения пожара затопило одну квартиру. Судя по всему, в ней еще никто не жил, только делали ремонт. Там не было даже мебели, и поэтому ущерб, вероятнее всего, будет не таким большим, каким мог бы быть. Жителям соседних квартир повезло немного больше. Их вещи пропитались запахом гари. Здесь постоянно были рабочие. Как думаете, от чего могло быть? От чего могло возгорание быть на крыше? Я не знаю, девушка, честно говорю. Возгорание площадью 70 квадратных метров потушили за 1,5 часа. Причину пожара устанавливают дознаватели. Кто будет оплачивать ущерб владельцам квартир, вероятнее всего, придется решать в судебном порядке. Рамиль Шайдуллин, Нафиса Минязова, Наиль Абдуллин, вызов 112.
Это все, о чем успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.